Верховный суд Таджикистана выдал то, что шокировало многих таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как власти Таджикистана достигли апогея своего абсурда. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Верховный суд Таджикистана считает комиссию 44, созданной представителями гражданского общества ГБАО для расследования ноябрьских событий в Хороге, преступным сообществом, сообщил осведомленный источник. Будет ли принято ведомством соответствующее решение, пока неизвестно. Не менее 7 членов комиссии 44 были задержаны в Хороге в конце мая после операции силовиков в Хороге и доставлены в Душанбе. Двое из них получили по 18 лет колонии. Источники тогда сообщили, что их подозревают в получении денег из-за рубежа от представителей оппозиции, живущих в Европе. Осведомленный источник 23 августа сообщил, что задержанных членов комиссии 44 обвиняют также в участии в преступном сообществе. Насколько мне известно, против них возбуждено дело по статье, часть 2, статья 187 Уголовного кодекса Таджикистана «Участие в преступном сообществе и преступной организации». За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, добавил источник. Один из судей Верховного суда Таджикистана на пресс-конференции 14 июля подтвердил, что члены комиссии 44 Худжамри Пирназаров и Шафталу Бегдавлатов были признаны виновными в участии в преступном сообществе. По его словам, они установили контакты с признанным террористической организацией Национальным альянсом Таджикистана, с финансовой помощью которого организовали преступное сообщество под названием «Комиссия 44». Худжамри Пирназаров и Шафталу Бегдавлатов 29 августа получили по 18 лет колонии. Как вы относитесь к тому, что сначала власти обещали сотрудничать с комиссией 44, чтобы найти какой-то выход из той сложившейся ситуации, а теперь всех обманули и еще и судят этих людей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Фарамус Иргашев, представитель комиссии 44, ранее заявлял, что комиссия 44 не знакома ни с какими политическими группами и будет сотрудничать только с государственными органами с целью тщательного расследования событий 25-28 ноября 2021 года. Последний раз члены комиссии 44 и исследователи Генпрокуратуры Таджикистана обсудили ноябрьские события в Хороге 19 апреля в режиме онлайн. Таджикский юрист Джамшед Йоров считает, что власти изначально не хотели участия гражданских активистов ГБАО в расследовании ноябрьских событий в Хороге. По его словам, в Душанбе согласились на создание активистами комиссии только ради прекращения акций протеста. Если присмотреться, то видно, что члены комиссии 44 почти не участвовали в расследовании хорогских событий. Расследование вели в основном следователи военной прокуратуры. Активистам откровенно сказали, что не имеют права участвовать они в расследовании. Я считаю, что это был лишь фарс, говорит Йоров. А как вы думаете, что будет в будущем с этими людьми? Их всех приговорят к сроку заключения? И как вообще смотрите на то, как власти относятся к активистам и жителям ГБАО? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.